Лето наступило, поэтому такое хорошее настроение у нас, и, надеюсь, у вас тоже. И не только лето по календарю, но и по столбику термометра. 30-32 обещают товарищи на грядущие выходные. Класс. Так что это вообще... Впереди праздник, за ним жаркие выходные, так что самое время напомнить жителям нашей республики о правилах безопасности. Да, для этого мы пригласили в студию, дорогие друзья, начальника оперативного отдела аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Надежда Отвесова. Надежда, доброе утро. Доброе утро. Ну что, Надежда, как мы уже говорили, вот сейчас вот погода балует, солнышко, вот мы даже сейчас вот выходили подышать, да, уже жарит, а только 9 утра. То есть я могу представить, что будет в обед, что там будет и после обеда, да, вот это время солнышко как будет жарить. Открылся ли купальный сезон? Вот есть такое, я не знаю, что вот все, вперед. Люди пошли на пляж. Люди вместо обеденного перерыва пошли на пляжи. У нас люди вместо обеденного перерыва выходят на водные объекты уже кто-то и даже весной, в конце весны были такие, то есть погода позволяла, было тепло, вода еще холодная, вода еще до сих пор холодная. Не прогрелась? Нет, конечно же, она еще не прогрелась, у нас жаркие дни только вот-вот наступили, но, как это известно, наших граждан это не останавливает. Вот. Так, Что может остановить людей, которым летом выключают горячую воду? Ребята, сегодня с утра встал в надежде. Серьезно? Окунулся. Вот, так что мне прорубь, что мне, как говорится, лето. Так и становятся моржами. То есть наши жители республики уже распечатали купальный сезон? Да, конечно, у нас уже жители, как вы можете, допустим, если проедете по пляжам, увидеть, что люди уже купаются и отдыхают вовсю. Ну, купальный сезон официально еще не открыт. То есть, купаются, но еще нет такого, что уже можно. Нет, пляжи уже работают. Пляжи работают, ага. Пляжи у нас уже работают. Мы в этом году должны выйти на цифру 200 пляжей по указанию главы республики. По всей республике? По всей республике. На сегодняшний день у нас в Центр управления ГИМС при МЧС России поступило 162 декларации заявлений на пляжи, 159 из которых достоверны. Фактически в каждом муниципальном образовании у нас в этом году будет. А вот в этих декларациях там что должно быть указано? Вот пляж, вот там, не знаю, песочек есть мусорка? Да, есть определенные требования, да, к открытию пляжей. То есть там указывается и место, и оснащение его. Вот. И это все подается, такие заявления в ГИМС. Что должно быть тогда на официальном пляже? Да, вот интересно, кстати. А чем официальный пляж отличается от дикого тогда? Давайте я скажу, что просто самые главные требования, отличие официального от необорудованного, это, во-первых, на оборудованных пляжах обязательно проходит очистка и проверка дна. То есть спасатели, либо специально нанятые службы очищают дно от мусора, коряк, камней и все, что могло прийти вместе с паводком. Вот. Также на официальных пляжах будут дежурить либо спасатели-матросы, которые своевременно вам смогут оказать помощь, если что-то пойдет не так. На необорудованных пляжах у нас ничего этого нету. И зачастую все трагические случаи происходят именно там, где пляжи, где места для купания были не оборудованы. А учитывая, что у нас такой был паводок мощный в этом году, то есть, даже вот на набережной Белой реки у нас здесь в черте города очень было много мусора. Есть ли вероятность, что принесло прям много всего опасного? Да, конечно, на дне водоема может находиться и камни, и покрышки, и топляки, то есть деревья, которые в процессе гниения уже просто не по поверхности воды, а, допустим, на дне могут лежать. Арматура. Конечно же, я вот просто выходила недавно на поисковые работы на той неделе по береговой линии реки Уфы в районе Биатлонки, и я просто шла вдоль берега и видела, сколько мусора на береговой линии находится. Но столько же мусора и на дне там лежит. Так что, дорогие зрители, необорудованные пляжи вот этим в первую очередь опасны. Мы не знаем, что там под водой. Нырнул? Ты что-то, у тебя свои какие-то мысли, я слышу, вижу краем уха. Это своя, так скажем, ситуация в голове. Надежда, скажите, пожалуйста, ты сказала, что еще вода не прогрелась. А какая вода должна быть? Температура для того, чтобы, во-первых, и для комфортного, чтобы там человека ничего не свело, чтобы там плохо не стало. Должно пройти... То есть до какой температуры она должна прогреться? Порядка где-то 16 градусов, 18 температура должна быть, чтобы было комфортно. Сейчас очень резкий перепад, смотрите, 30 с лишним, вода еще достаточно холодная, 30 градусов температура воздуха, да, вода еще холодная. И вот этот перепад, это самое страшное. Чем меньше будет перепад между температурой воздуха и воды, тем будет более безопасно, так скажем. В нее погружаться. Да, конечно. А тем более погружаться как
Многие любят делать, да? Когда наши многие люди любят делать, прыгнуть с берега, там, не знаю, забежать со понтона всего как-то. маха в воду, да, А резко. там арматура. Кстати, вот Вот, возможно. Вот, пожалуйста. смотрите под ноги, Вот. не спешите. Я вот раньше, да, у меня была прическа, как у Юлии Ривны. Начал прыгать вот щучкой, все. Волосы в воду разбежались. Потому что разница температур, да, вот это все, кровопритоки. Волосы разбежались, вот. Он хоть голова Ты целая уже осталась. в психологи пошел. Давайте напомним людям правила поведения на водоемах. На официальных, так скажем, да, которые охраняются и где есть определенное, так скажем, оборудование. И те, если, ну, если вдруг так получилось, что вы где-то оказались, где речка, озеро какое-то, да, и как вести себя на неофициальных водоемах. Смотрите, большинство у нас трагических случаев по статистике прошлых лет это происходит с мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Это порядка 80%. На них приходится. Поэтому одна из основных рекомендаций: мы не подходим к воде даже близко в состоянии алкогольного опьянения. Не надо совмещать распитие спиртных напитков с купанием и водными процедурами. Вот. Вторая группа риска у нас – это дети. Дети, которые остались без внимания родителей, которые самостоятельно ушли к водоему. И маленькие дети могли просто упасть и не выбраться. Дети постарше купаются, прыгают, веселятся, не задумываясь вот как раз-таки об опасностях. Просто у них еще нет чувства безопасности, чувства понимания, что это может быть опасно для них. Да, и кончится самосохранение трагически. отсутствует полностью. Полностью, да. И Ох, что это молодежь. Ни мозгов, ни страха. Только от Ну воды. и, как я уже говорила, это купание в необорудованных местах, где у нас непроверенное дно, не выставлены спасательные посты, где людям не смогут своевременно оказать помощь. Это вот основные причины. А вообще, если говорить даже о правилах захода в воду на оборудованных пляжах, то необходимо заходить постепенно. Сначала зайти по колено, обтереться холодной водой, потом погрузиться по пояс, еще раз обтереться, чтобы вы привыкли к температуре воды. Потом тихонечко зайти, поплавать, не плавать до посинения, да, как у нас многие любят, чтобы стучало все, чтобы зубы, Чтобы губы были синие были. рук. Пора выходить. Я уже не могу. Вот. И выходить на берег до этого состояния. Не заплывать за буйки ни в коем случае, не выплывать на судоходный ход. Вот это элементарные правила безопасности, которые помогут сохранить вашу жизнь. Мгм. А судоходный ход у нас в черте города вот на каких реках происходит? Ну, пожалуйста, у нас есть Белая, да? на Белой, но даже на той же Уфимке у нас ходят паромы. Ага, за этим тоже надо следить. Конечно, за этим надо следить. Сейчас плюс еще стало много кататься людей на гидроциклах. Казалось бы, безопасное такое средство с виду, Для того, кто на гидроцикле. и то не факт. Да, В общем- кстати, трагические случаи с гидроциклами тоже, кстати, недавно Не были так давно, зафиксированы, да. поэтому... Ваша безопасность, друзья мои, в ваших руках. Мы лишь только напоминаем, да, проводим профилактические беседы, но, к сожалению, повлиять как-то физически на каждого мы не в состоянии. Возможно, сейчас кто-то нас послушал и задумается об этом, прежде чем, да, окунаться в воду. Поэтому, друзья, берегите себя, берегите своих родных и близких. У нас в гостях был начальник оперативного отдела аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по республике Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Надежда Отвесова. Спасибо большое, Надежда. Спасибо вам.